Центральном дворце культуры прошел большой благотворительный концерт в рамках акции «Инта своих не бросаем». Посвящен он открытию Года педагога и наставника, объявленного в России, и Году молодежи в Республике Коми. Все собранные в рамках концерта денежные средства будут направлены на нужды мобилизованных интинцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Благотворительные акции во Дворце культуры и техники проходят уже не первый раз. И, конечно же, мы не могли пройти мимо той проблемы, которая стоит сейчас. Нужно помочь нашим ребятам, нужно собрать деньги. И самое интересное, что весь город откликнулся. И у нас на этот час, за несколько минут до концерта, осталось всего 3 билета. В фойе учреждения разместилась ярмарка распродажи работ интинских мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь же пришедших встречал инструментальный ансамбль учащихся 8-й школы. По словам организаторов концерта, в зоне проведения спецоперации сейчас находятся родственники и друзья как артистов, так и зрителей. А такие концерты объединяют всех. Благотворительный концерт поддержали артисты, коллективы детских садов и школ Инты, служащие всех городских предприятий. Никто не остался в стороне. В этот вечер зрители и артисты стали единым целым. Я поддерживаю благотворительность, поэтому я сюда и пришла. И тем более, что тут будут выступать коллективы из школ, а я всю жизнь проработала именно в образовании. Поэтому мне очень, конечно, интересно будет. А потом очень хочется, чтобы наконец закончилась специальная военная операция нашей победой. Я, конечно, буду всеми силами поддерживать. Я бы с удовольствием и просто так отдала деньги, без концерта. Но с концертом это даже еще и интереснее. Желаю всем вот такого настроя боевого и помогать чем только можете и как только можете. Сегодня не исключительный день, мы стараемся посещать все концерты нашего Центрального дома культуры. Ну а сегодня просто, вероятно, нужно внести какой-то вклад в помощь нашим воинам. Чем мы можем помочь? Благотворительный концерт, деньги идут на помощь нашим воинам, нашим землякам. Поэтому мы здесь. Я считаю, что нашим солдатам сегодня очень важна и нужна наша поддержка. И этот благотворительный концерт – маленький вклад в поддержку наших ребят. Благотворительный концерт, как никакой другой, поистине собрал полный зал. Такого количества посетителей Дворец культуры не видел уже давно. В зале не осталось свободных мест, заполнены были все балконы. Открывая праздничный концерт, первым делом ведущие предоставили слово для выступления главе городского округа, руководителю администрации Инты Владимиру Киселеву. Рад приветствовать вас сегодня здесь, на благотворительном концерте. Сегодня мы даем старт Году педагога-наставника в Российской Федерации и Году молодежи в Республике Коми. Очень важно отметить, что все собранные средства с концерта пойдут на поддержку нашим мобилизованным интинцам, которые выполняют боевые задачи в зонах СВО. Все те, кто сегодня в зале, и все те, кто будут выступать на сцене, делают свой вклад в общее дело. Интинцы, как и всегда, дружны и слажены. Я хочу поблагодарить вас и пожелать хорошего вечера. Продолжилась официальная часть праздника церемонии вручения наград. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за заслуги в сфере образования и добросовестный труд награждается
Говоруха Елена Анатольевна, заведующий отделом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, Центр внешкольной работы. Распоряжением главы Республики Коми звание «Почетный работник культуры Республики Коми» за заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу присвоено Лапиной Клавдии Валентиновне, преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Коми за добросовестный труд и достигнутые успехи в сфере молодежной политики была награждена Наталья Шабалина, педагог-организатор гимназии номер 2. Директорам лицея номер 1 и гимназии номер 2 глава округа вручил заслуженные дипломы победителей республиканского конкурса «Лучшие образовательные организации Республики Коми, реализующие направления деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», проходившим в прошлом году. Школьникам-волонтерам, рекомендованным к участию в мотивационной программе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброштаб Республики Коми. Шаг к добровольчеству» были вручены памятные наборы, после чего концерт продолжился. Первый блок концерта посвятили году педагога и наставника, объявленного в 2023 году в нашей стране. Год педагога и наставника призван продемонстрировать особый статус и престиж педагогических работников. Ведь роль учителя в наше время велика как никогда. Мир вступил в эпоху глобализации. Учитель – это воспитатель, наставник, друг и помощник, который преподает не только учебные предметы, но и дает уроки нравственного выбора. Поет душа, и метель метет, за собой зовет, а зовет туда, где родные поля, где родные края, и земля моя, снег и ледяные горы.
Поскольку благотворительный концерт прошел накануне дня снятия блокады Ленинграда, этому важному памятному событию в концертной программе был отведен отдельный военно-патриотический блок. Приходилось преодолевать путь длиной в 36 километров. К машинам цепляли деревянные сани, чтобы привезти больше грузов. По этой же дороге из города эвакуировали более 1 миллиона обессиленных людей. Днем и ночью кружили над Ладогой фашистские бомбардировщики. Вела прицельный огонь вражеская артиллерия. Срезана поле рябины, макушка, втоптаны в ржавую грязь семена. Бьет миномет и кукует кукушка. Дни или годы считает она. Может, вот здесь, у разбитой котельной, пламенем адовым вспыхнет зенит, мир пошатнется, и крестик на день мамой подаренный не сохранить. Сюрпризом для всех зрителей стало небольшое лирическое отступление в концерте. Уважаемые военные зрители, примите цветы от главы городского округа руководителя администрации Киселева Владимира Алексеевича. Валерия Терентьевна Щербань еще подростком испытала все ужасы блокады – голод, холод, потерю самых родных и близких людей. Сейчас старожил города безмерно благодарна всем, кто не забывает ее и окружает вниманием и заботой. Я очень благодарна нашему руководителю нашей инты Владимиру Алексеевичу за нашу инту, что инта жива, что у нас столько талантов, что люди работают, доставляют удовольствие всем интинцам. Спасибо. Я как старожил, как ветеран войны. Я горжусь, что я живу в Инте. Городские педагогические коллективы, юные солисты и вокалисты детских садов, школ, гимназий и лицея, воспитанники детской школы искусств, Центра внешкольной работы и спортивной школы «Юность», творческие коллективы Центра национальных культур и Дворца культуры и техники всю душу вложили в исполнение номеров.
Также 2023 год признан годом молодежи в Республике Коми. Современная молодежь – это очень амбициозные, смелые и заинтересованные люди, готовые ставить перед собой крупные цели и достигать их. Они – будущее и настоящее нашей страны. Чистый хрусталь, ты моя тайна, зажигай фаеры на века, в глубине твоего тайника домой. Но я не устала, я так люблю танцевать с тобой. Под водой рыбы и звезды, что будет после, а после земля ее оставит благо, погрязнут города в пластике и бумаге. Но птицы не будут петь, здесь не будут петь, птицы не будут петь, больше не будут петь. Мы зажгли мир такой маленький, осветили темноту, мы люди маяки. Мы зажгли мир такой маленький, осветили темноту, мы люди маяки. Тёплый как уголь, чистый как снег, сильный город в сердце навек. Высится башни, сияет звездой, город любимый мой. Сильные люди, добрый народ, дом обрели среди снежных широт. Высится башни, сияет звездой, город, который зовется игрой. Есть такая широта, где природы красота, только здесь берет начало. Иногда заповедные места, где распахнуты врата приполярного Урала. Молодежь Инты активно увлекается творчеством. В нашем городе насчитывается большое количество молодежных коллективов – театральных, инструментальных, вокальных и хореографических.
Наши молодые таланты дарят свое творчество жителям нашего города, удивляют разнообразием номеров, экспериментируют с разными жанрами искусства и создают творческие открытия. Тебя выдумала звездная страна, снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечен свет из ресниц. Тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Нас не делили по цвету глаз, солнце светило огнем на всех, верили в дружбу без лишних фраз и за мечтою стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер заметил судьбу и наверту и ощутил на границе большую любовь. Мы единое целое, и ночь, и облако белое, и все, что прожито пройдено, век на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит в веру, не пройдут, сквозь слезы и молнии легко. Концертная программа оказалась очень насыщенной. В программу вошли лучшие музыкальные, вокальные и хореографические номера. Со сцены звучали песни о мире, дружбе, о России, о любви. Яркие колоритные номера наполнили зрителей чувством гордости за нашу отчизну и наше Отечество. Отечественная война прошла по мне как катком, по всей моей юности. Не доучились, не долюбили, не было последнего звонка. Я хочу сказать, я полностью прожила всю войну, каждым нервом, каждой клеткой своего организма. И я хочу вам сказать, что армия и тыл были всегда едины. Я пережила блокаду. Мы выдержали блокаду только за счет того, что у нас была сплоченность. Мы любили свой город. Поэтому концерты для меня, вы знаете, это, ну как сказать, как привет Ленинграду. Спасибо вам большое всем интинцам за нашу инту, что такие таланты, такие вот участники не в каждом городе большом, даже как у нас вот где. Я переполнена вот именно эмоциями положительными. Вот я побыла на концерте, вы знаете, у меня такой возраст, но хочется жить, хочется продолжать жить. Спасибо вам большое всем интинцам, что вы принимаете вот такое участие, что вы помогаете городу. Благотворительный концерт объединил интинцев разных возрастов на благое, доброе дело. В это непростое время все горожане стараются оказать поддержку, поднять боевой дух наших земляков, которые сейчас стоят на защите Родины. По итогам концерта неравнодушными горожанами было собрано более 100 тысяч рублей, которые в ближайшее время будут направлены на нужды мобилизованных интинцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.